Школьникам Коми предложили билет в будущее. Это главный проект страны по профессиональной ориентации школьников. Онлайн-диагностика, обучение и рекомендации. Ученикам с 6 по 11 класс предлагают пройти 3 этапа. Профессиональные пробы организованы по поручению президента в рамках национального проекта образования. Как научиться делать профессиональный выбор в школьном возрасте, узнала Ольга Коняева. Запрещает ту или иную информацию публикации. Скажем так, публикация – это выставление на всеобщее обозрение. Вот кто такой товарищ администратор веб-сервера. Эти воркутинские ребята пока даже не будущие айтишники, но узнав суть профессии и прикоснувшись к ней ближе, кто-то, возможно, уже сделал шаг навстречу будущей карьере. Разработка игры или обжим кабеля – такой опыт, знания и умения позволят им понять, стоит ли развивать себя в этой сфере. Уже сейчас я вижу, кто к нам на следующий год придет осознанно получать эту специальность. Они прям загораются. Ничего себе, я думал, компьютерное – это что-то компьютерное, что-то игры играть. А здесь они, ого, я и кабель обожал, и сайт теперь могу создать. И ребята осознанно к нам придут 1 сентября и скажут: я здесь был на профпробе, мне здесь понравилось, возьмите меня учиться. Для начала все участники профориентационного проекта «Билет в будущее» проходят онлайн-диагностику, дабы определить профессиональный интерес и получить оценку гибких навыков памяти, внимания, коммуникативности. Теория – это и знакомство с картой самых востребованных, перспективных индустрий и компетенций. Я узнала о том, как нужно развивать свои навыки и как определить, какая профессия тебе подходит. Лично для меня это профессия, связанная с творчеством в сфере человек-человек. Второй этап – профессиональная проба. Школьники 6-11 классов Коми могут выбрать из порядка 30 компетенций различной направленности. Это сфера услуг, образование, промышленность, медицина, IT, технологии. На сайте «Билет в будущее» для того, чтобы поучаствовать в профессиональных пробах, необходимо пройти регистрацию, родителям школьника подтвердить участие в этом проекте, пройти тестирование и выбрать площадку и профессиональную пробу и время, когда вы хотите непосредственно пройти эту пробу. Знакомство с внутренней кухней профессии проходит в стенах 18 учреждений, на каждой с учетом специфики образовательной организации. В Бухте, Усинске, Сосногорске, Ударском, Книжпогосском, Сыктывдинском районах. Большая часть, конечно, в Сыктывкаре. Занятия как очные, так и в дистанционном формате. В данном случае мы изучаем профессию кузовной ремонт. И сегодня на занятии мы будем восстанавливать бампер, то есть трещину. Будем заклеивать бампер и восстановление его. Разбираться в устройстве машины, уметь находить и устранять поломку. Это точно пригодится в жизни, говорит 9-классник Руслан. И не исключено, что поступит на автомеханика. Тут все достаточно понятно, все по пунктам расписано, какие инструменты, что крутить и что закручивать. Примерно так сделал свой выбор год назад Андрей Пименов. Посещал ради интереса технический кружок, а после успешного участия в соревнованиях WorldSkills Junior сомнений не осталось. Сегодня он в качестве наставника. Пришел я сюда учиться, потому что у меня были соревнования, когда я был в 9 классе. У нас были тут соревнования. Вот. Потом мы выиграли одну республиканскую игру. Профессию-то знаю, вот сюда пошел. В результате не только умения и навыки участники проекта, его инициатор, кстати, президент России, получают индивидуальные рекомендации, как выбрать свою траекторию развития, учатся понимать себя, свои сильные и слабые стороны и осознанно принимать решения. Только в Коми проект рассчитан на 2000 школьников. Подать заявку можно до конца ноября. Республика участвует в проекте с 2018 года. За это время треть 9-классников, прошедших профессиональную пробу, получили свой заветный билет в будущее. Определились с направлением образования и поступили в средние профессиональные учреждения региона. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.